Ежегодно огромное количество людей болеют простудой, бронхитом, гриппом и другими респираторно-вирусными заболеваниями. Приблизительно каждый третий из них болеет ОРВИ ранней весной, в сезон быстро меняющейся погоды, традиционно начинающейся в марте. Несмотря на то, что простуда, равно как и большинство других ОРВИ, считаются безобидной болезнью, которая, как говорится, проходит сама, от горячего чая и простых жаропонижающих таблеток, в современной медицине такие заболевания относят к сезонным. На какие месяцы в году приходится пик респираторных болезней, когда необходимо делать упор на профилактику и как обезопасить себя, рассказывает главврач Галской центральной районной больницы города Астамур-Гамги. Скажите, пожалуйста, на какой период чаще всего к вам обращаются люди с ОРВИ и с гриппом? И вообще с чем это связано? Как обычно, пик всегда приходится на конец зимы, начало весны. Связано больше с тем, что все-таки влажный субтропический климат, плюс еще недостаточность морозных таких явлений благоприятно влияют на именно микроклимат возбудителя. В январе было зарегистрировано 140 случаев по Гальскому району, из них 89 это именно касаемые детей до 18 лет. В феврале статистика намного меньше, 20 случаев, из них 11 детей. Когда вообще стоит или следует сделать упор на профилактику, и если уже, как-то можно себя обезопасить? Да, конечно, вакцина профилактика имеется. Каждый год, где-то в конце октября, в ноябре, людям дается шанс привиться. Вакцина профилактика, она работает. Она работает, просто не спасает на все 100% от заболевания. Но, еще раз повторюсь, клиника, она более поверхностная. Симптомы, да? Да, симптомы, они поверхностные. Опасность ОРВИ для окружающих заключается в том, что больной становится носителем и распространителем вируса практически с первых дней заболевания. Основными признаками заражения являются умеренно выраженные симптомы общей интоксикации: слабость, вялость, ухудшение самочувствия, обильные выделения из носа, резкая боль в горле, кашель и насморк с первого дня болезни, периодическая либо постоянная головная боль. При должном лечении ОРВИ проходит относительно быстро – от 3-4 до 70 дней. Однако постельный режим, должный уход и прием медикаментов здесь обязателен. Обратиться к врачу обязательно с той целью, чтобы минимизировать риск осложнений. И плюсом самое главное – правильное лечение. То есть не всегда надо принимать антибиотики. Их в ряде случаев и не надо принимать. То есть люди к чему привыкли? Заболел и сразу начинают пить налево-направо антибиотики. Во-первых, антибиотики против вирусной инфекции они не действуют. Антибиотики назначаются, когда присоединяется бактериальная инфекция. То есть и имеются уже осложнения. А первые дни заболевания – это всегда противовирусные препараты, ну и плюс комплекс витаминов, дезинтоксикация путем введения жидкости как перорально, то есть человек пьет обильное количество жидкости, так и парентерально, то есть капаются. В домашних условиях еще что? То есть огромное значение имеет профилактика. То есть при появлении чувства того, что ты начинаешь уже заболевать, надо сразу же переходить к теплому обильному питью, к прогреванию ног. Обычные механические, физические, так сказать, процедуры, которые улучшают кровообращение и общий укрепляющий эффект оказывают. Как отмечает главврач Астамур-Гамги, по сравнению с предыдущими месяцами, на данный момент в Галском районе наблюдается спад сезонных заболеваний. Все под контролем специалистов. И вопрос о закрытии школ в районе даже не ставится. Что хотелось бы отметить, что касаемо Гальского района, сейчас пика заболеваемости или нарастания заболеваемости не наблюдается, к счастью. Поэтому вопрос о том, чтобы там приостановить работу
учреждений там, дошкольного возраста или школьных не стоит. То есть у нас пока все стабильно, идет спад по сравнению с январем месяца. Пока все в рамках, как говорится, и мы все контролируем на данном этапе. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа.